Скоро в школу начинаем урок по выбору школьной формы. Как из всего разнообразия цветов, размеров и фасонов выбрать подходящий. Ведь в школе ребенок проводит от 5 до 6 часов в день и не просто сидит за партой, а активно двигается. Сегодня мы со специалистами из Роспотребнадзора выберем подходящий костюм и подберем школьный ранец. В первую очередь необходимо обратить на состав ткани. Необходимо отдавать предпочтение более натуральным тканям, таким как хлопок, лен, шелк. Соответственно, потребителю нужно смотреть маркировку, которая сопровождает каждый реализуемый товар. Затем необходимо учитывать также тот факт, что ребенок в одежде школьной проводит около 5-6 часов. Соответственно, эта одежда не должна иметь какого-то запаха неприятного, который ощущается уже при приобретении товара. Нужно отдавать предпочтение более натуральным цветам, то есть той одежде, которая использует минимальное количество красителей. И, соответственно, еще необходимо смотреть документацию, которая подтверждает качество и безопасность продукции. Подробнее про маркировку и сертификацию расскажет эксперт защиты прав потребителей. На товарах легкой промышленности должна быть указана информация о наименовании продукции, наименовании изготовителя, адрес изготовителя, юридический адрес изготовителя, состав сырья, товарный знак, единый знак и гарантийные обязательства, если они имеются, и номер партии изготовителя. И также при просьбе потребителей должны быть выданы товарно-сопроводительные документации. Правила продажи и отдельных видов товаров должны быть на доступном месте размещены. Закон о защите прав потребителей и книга отзывов и предложений, которая выдается по требованию покупателей. Теперь перейдем к выбору школьного ранца. На ярмарке глаза разбегаются от обилия модных рисунков и разнообразия цветов. От качества ранца во многом зависит здоровье ребенка и его безопасность. Многих родителей интересует, нормируется ли вес школьной сумки. Да, разумеется, нормируется. Это у нас прописано в техническом регламенте. И если опираться на него, то масса ежедневного комплекта, она у нас разная. Для школьников начального звена и для школьников старшего и среднего звена. Давайте обратим внимание на школьников именно начального звена. Для школьников 1, 2, 3, 4 классов. У них масса ежедневного комплекта, куда входит ручки, тетрадь, альбом, другие принадлежности, такие как фломастер, линейка, то, что мы подобрали сегодня. Масса всего этого комплекта не должна превышать 2 килограмм. И когда мы ложим этот ежедневный комплект в рюкзак, масса рюкзака с ежедневным комплектом не должна превышать 3 килограмм. Это для школьников начального звена. Также при выборе ранца следует обратить внимание, что спина у него должна быть ортопедической. То есть у нас очень актуально стоит такая проблема формирования здоровой и правильной осанки у школьников. И начинается это именно от школьников начального звена. Поэтому необходимо предусмотреть, чтобы ранец плотно прилегал к спине школьника, чтобы он обеспечивал формирование здоровой правильной осанки. Также следует отметить, что на ранце нужно наличие светоотражающих полосочек, чтобы в темное время суток школьник был издалека виден. И помните главное: при выборе школьных принадлежностей и одежды ориентируйтесь на вкус ребенка, ведь форма и аксессуары должны быть не только качественными и практичными, но и соответствовать вкусовым предпочтениям самого школьника.